Самый яркий праздник осени – День знаний – собрал мальчишек и девчонок района в школах на первые звонки нового учебного года. Все внимание, конечно, в первую очередь было обращено на первоклассников. Сашу Шинкарева на первую школьную линейку в Сосногорскую школу номер 2 привела мама Наталья. По ее словам, к школе готовились серьезно. Повторяли азбуку, писали прописи, решали примеры. 1 сентября Саша принес букет для учителя. Цветы с бабушкиной грядки, красивые пионы, какие-то там еще. Красивые дачные цветы садовые. Ничего не покупали, от души чтобы было. В добрый путь по морям знаний самых младших школьников напутствовали и старшеклассники, и педагоги, и, конечно, директора. Дорогие первоклассники, поздравляю вас с Днем знаний и желаю, чтобы ваши уроки были самыми интересными, книги самыми лучшими, а школьная дружба самой-самой крепкой. Каждый первоклассник района в День знаний получил небольшой подарок – красочный дневник, посвященный столетию Республики Коми. 1 сентября 2021 года за парты в школах Сосногорского района впервые сели 522 ученика. Всего школы распахнули свои двери для более 4700 учеников. Почти 2500 дошкольников пришли в детские сады. Мы планомерно готовились к новому учебному году. Прошли капитальные ремонты. Текущий ремонт произведен в каждой образовательной организации. Открыты новые центры точки роста. Поступило современное оборудование, мебель и учебная литература. Но подготовка к новому учебному году проведена у нас не только в части материально-технического обеспечения. За это лето наши учителя прошли повышение квалификации, а также вся наша большая отрасль образования провела необходимую работу по вакцинации сотрудников против коронавирусной инфекции. Каждая школа для своих первоклассников приготовила что-то особенное. Например, педагоги и старшие гимназисты представили целый спектакль. Степа Пашиченков вместе со своими теперь уже одноклассниками внимательно смотрит на сцену. Своего визита в школу он очень ждал, ведь он уже сейчас знает, кем хочет стать. Я хочу стать полицейским, потому что это работа чтобы ехать на полицейской машине и ловить преступников по всему городу. Если у Степы еще все впереди, то у Владислава это последний год в стенах родной гимназии. Он пока еще не определился с будущей профессией, но точно знает, что родную школу не забудет. О школе у меня только самые лучшие воспоминания, потому что это были 11 лет моей самой лучшей жизни. Честно, очень мало помню о своем первом классе, это было очень давно, но помню то, что это было очень хорошо. Новый учебный год для школьников Сосногорского района будет безопасным. Как рассказали в управлении образования, мероприятия в школах будут проводиться в отдельных классах, максимально будут разделены коллективы, будет проводиться дезинфекция помещений по окончанию каждого учебного дня и обеспечено повышенное внимание к здоровью детей. Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги, от всего сердца поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Прежде всего хочу поздравить наших первоклассников, для которых этот день особенно волнительный. Впереди вас ждет невероятное количество новых открытий и впечатлений, новых встреч и интересных знакомств. Ведь школа дает не только знания, но и друзей на всю жизнь. От всей души желаю, чтобы ваш путь к знаниям был светлым и радостным. Сегодня праздник, а значит, будут и подарки. Все первоклассники получат эксклюзивные дневники, которые в этом году посвящены столетию Республики Коми. Это очень интересная и познавательная мини-энциклопедия, в которой рассказывается о достопримечательностях нашего региона, ее природе и богатстве. День знаний – праздник не только для первоклассников, но и для тех, кто переступил очередную ступень в познании – старшеклассников, выпускников и, конечно же, их родителей и учителей. Всех вас я тоже поздравляю с 1 сентября. Желаю педагогам новых профессиональных успехов, любви и признательности учеников. Родителям терпения и побольше поводов для гордости за своих детей. А вам, ребята, я желаю новых интересных познаний, открытий и свершений. В добрый путь! Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.